Абзира шумаз ателехопшца. Шара шахопшует аспорт жабочка зердыруй сымчибижат биадыратара аспорта дуне астудияча Асида Сагариевхам. Хадыратараджа иш хардырует амчи бижазы и хазчылым харазмаз аспорт жабочка. Джерги ешимган. Хангумза жипшерза аҟәаимҩа ԥысит шәача чемпионата ҳәаақәа ирҭагӡаны маҷк. Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет акоманда иацыхәмарит Аланиа. Ишәгәалаҳаршәоит Аԥснытәи акоманда сынтәа ҩынтәуп шәача чемпионат рҽаладырхәыжьҭеи. Сынтәатәи ҳасезон азы дара жәеиза маҷ мҩаԥыргеит. Урҭ рахьтә быжьба ириааихьеит. Шәахәаԥш аԥшәмацәеи асасцәеи реиԥылара иалҵшәахаз. Ԥхынгәыжәиԥшьыр Заҟәатәи ашьапылампыл ду Динамо аҟны имҩаԥысит ашьапылампыл азы Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет акомандеи шәачатәи акоманда Аланиеи реиԥылара. Ас еиԥш имҩаԥгаз аиԥылара иеизнагаз ашьапылампыл абзиабаҩцәа рхыԥхьаӡара шмаҷымз унарбон Динамо атрибуна. Ахәмара аинтерес ду аҵан имҩаԥысит ампыл-амба аҭаршәразы аҩ-командакгьы еиуеиԥшым ашәарҭарақәа аԥырҵон. Ашьапылампыл асыҩцәа рыбжьара имаҷым аахаз аузгьы. Ахәмара актәи атаим хыркәшан аки ҩбеи ҳәа аԥыжәара змаз ашьапылампыл команда Аланиа акәын. Иазгәаҭатәуп раԥхьатәи ампыл асасцәа рымба ишҭаиршәыз ҳауниверситет акоманда ахәмарҩы ахьчаҩбжьы ипозициа аанызкыло Ника Гәажәба. Аҩбатәи атаим аҟынгьы ахәмара аинтерес ду аҵан аспортсменцәа зегьы хамеигӡарада рылшарақәа аадырԥшит. Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет акоманда ашьапылампыл асыҩцәа рыбжьара еиҳа ирацәаны ампыл-амба иҭазыршәызшәа иԥхьаӡан Ника Гәажәбеи, Енри Мықәбеи, Рамин Барцыци, Асхат Аршбеи. Аицлабри иреиӷьу ахәмарҩы ҳәа далкан Енри Мықәба. Это взрослая команда, опытная. Они играли в хороший футбол. Ну, до переломного момента. Был такой момент, когда мы пропустили второй мяч, и команда как-то у нас более расслабилась, и что-то начали играть в какой-то непонятный футбол. Потом установка тренера в перерыве помогла нам, конечно, собраться и обыграть их. Соперник очень сильный, у нас тоже молодая команда, все только почти сейчас только начинают играть. Все хорошо играли, и, в общем, хочу поблагодарить соперника за их хороший, за то, что приехали издалека. Взрослые, опытные пацаны. Мы играли уже с ними в Сочи, у нас была игра Кубка. Тогда мы, к сожалению, уступили, но сейчас взяли реванш. При наших болельщиках выиграли у себя дома, на родине. А предстоящая игра на выходных будет с Трактором. Сильный соперник, он играет на край, Краснодарский, поэтому поедем за 3 очками. Ахәмарра аӡбаҩ хадас дыҟан Игорь Калиниченко. Уи иажәақәа рыла Аԥснытәи ашьапылампылтә команда еиуеиԥшым аҳәаанырцәтәи атурнирқәа рҟны рхы аладырхәыр еиҳа лаҵшәа бзиақәа шаадаԥшуа атәы иҳәеит аӡбаҩ хада Игорь Калиниченко. Для меня большая честь судить этот матч. Он, можно сказать, международный. Это первый матч, который вот за все это время из России команда приехала и сегодня вот выступала, здесь играла в студенческой лиге. Только положительные эмоции, был спортивный азарт, только хороший, красивый футбол. Мне понравилось. Команды играли азартно, зрелищно. Аҩ-командагьы реицыхәмара хыркәшан ԥшьбеи ҩбеи ҳәа аиԥылараҿы аиааира ргоит ҳкоманда ахәмарҩцәа. Аԥснаҿари аспорт ирзаҳәынҭқарратә еилак ахантәаҩы Џьемал Гәыбаз Урыстәыла аспорттә еилак аделегациа даланы Даҭаи Донецктәи Жәлаи Республика. Урыстәыла министр Одес Буйсултанов зхадараҿы дыҟаз аделегациа иаҭаанирбеит Донецк аспорт обиектқәа рҭагылазаашьа. Иара убасгьы араҟа ишьҭыхын азҵаарақәа Донецки Лугански республикақәа рҟны аҭагылазаашьа шыуадаҩугьы абаҩрҵәыреи аспорти рырҿиареи аспорт обиектқәа реиҭашьақәа ргылареи уҳәа егьырҭ азҵаарақәагьы иалацәажәан. Аԥсны аспорттә еилак ахантәаҩы Џьемал Гәыбаз ирыдигалеит Донецки Лугански аахыҵуа Ԥстәылеи Ҟрыми уҳәа регионқәа ркомандақәа алархәны ашьапылампыл чемпионат Содружеств ҳәа иахьӡатәны еицырзеиԥшу аицлабра мҩаԥыргарц астудентцәа рыбжьара амилаҭтә шьапылампылтә лига. Донецки Лугански рганахьала ари аидеиа иақәшаҳаҭхеит. Аӡсара адунеи зегьы аҟны ҳаларцәара бзиа змоу массатә спорт хкуп. Ҳтәылаҿы уи аҿиара маҷк ихьысҳазаргьы ҳаспортсменцәа ҩба-хԥа мзы амшын аҟны ирхыргоит. Аӡсара ауаҩы игәабзиара иабанӡаз еиӷьыхәарҭас иалоу ҳәа егьырҭ амаӡақәа ртәы шәахәаԥш анаҩстәи ҳанҵамҭаҿы.
Адсара ауаҩы игәабзиара иузаҟәымҭхо иадҳәалоуп, игәалаҟазаара еихьнатуеит, икапан иагнархоит. Адсаран ауаҩы ицәеижь-хәҭақәа зегьы аӡаҿы ус руеит, ирыԥҳақәагьы уахь иналаҵаны. Аҵарауаа иҭырҵаахьеит, аӡаҿы аамҭа рацәаны изхызго ауаҩы ҳаҭаҭын имыцхәны дахом, ақәра рацәаны иҵуеит. Азыҟаҵаҩцәа иазгәарҭеит, арахь ишныҟәоз гәабзиара уашәыроу ҳабаҩ-чымазара зыбӷашара кьаҳәа хәыҷқәагьы. Ну, плавание единственный вид спорта, который вот дает коррекцию настолько, мышечный корсет развивается, удерживает позвоночник, исправляется все и лордозы, кифозы, сколиозы. Лучше плавания нету вида спорта для коррекции фигуры. Да и вообще развивает все группы мышц, развивает все функциональные системы, и сердечно-сосудистую, дыхательную, мышечную систему. Гармонично развивает. Многие родители приводят сколиоз вылечить, многие родители приводят какие-то отклонения в здоровье. Ну, мы все на себя берем и занимаемся. Сынтәа ааԥынра ҳахьшәашәара аҵан, убри азы ҳадцаҩцәа рсезон хацыркын лаҵарамзазы. Дара амшын аԥхара шаҵалаз еиԥш азыҟаҵарақәа ирылагоит есԥхынра. Амшын аҟны ԥшьбахәқәа мза ирхыргоит, егьи абжьара залқәа рҟны рҽазыҟарҵоит. Вообще детей много. Вот у меня, допустим, первая группа в 8 часов, вторая группа в 9 часов, третья группа в 10 часов. Вот старшие дети, у них уже учебно-тренировочные группы. Там идут серьезные тренировки. За тренировку мы проплываем по 2-3 километра. Желающих, вы знаете, очень много. Даже уже группы настолько переполнены. Мы физически 2 тренера не можем охватить всех детей. Уже приходится отказывать, потом родители обижаются. По закону, по технике безопасности не положено. Мы делаем разминку на суше, гимнастику, небольшие пробежки. Готовим организм детей к работе в воде. Очень много. Вообще пловцам нужно на гибкость работать. Там не так сила важна. Это сила уже, когда они больших результатов добиваются, там уже работают на силу. На гибкость. Очень много упражнений. Аԥхын адцара ахьаныҟәара зҭаху ахәыҷқәа рхыԥхьаӡара рацәоуп, аха ҩыџьа азыҟаҵаҩцәа роуп иҟоу. Аҿар мап рцәыркуам, гәыԥ-гәыԥла ихшаны ирыдыркылоит. Убас амҽышада есҽны амшын аҟны ирхыргоит ахәыҷқәа. Урҭ рыбжьара иҟоуп ари аспорт хкала аицлабрақәа рҟны лҵшәа бзиала иқәгыло. Я научилась плавать всеми способами. Кролем, спиной, дельфином и брасом. Год назад участвовала в соревновании здесь и получила первое место по кролю и по спине. Ну, вообще нужно 1,5 часа плавать, но если ты устал или тебе холодно в воде, ты можешь пойти и согреться. Вообще, ну, для меня легкий, вот, чтобы не напрягаться, это брас. Но если ты хочешь выиграть, то лучше кролем или спиной. Виктор Задорожный, Елена Вардимиади аԥышәа бзиа змоу зыҟаҵаҩцәоуп. Дара ирыбзоуроуп адсаратә спорт ҳтәылаҟны иахьа уажәраанӡа аҿиара аман иахьыҟоу. Акыр шықәса азыҟаҵаҩцәа ззыԥшыз аӡҭарчы аарҭхеит ҳазҭо амза заҟәа. Аха макьаназы амшын аҟноуп азыҟаҵарақәа ахьцо. Аӡын ҳааиргьы аӡҭарчы ҳаԥхара аҵам. Уи иаанагоит аӡсаҩцәа ҭагалан рсезон хыркәшахоит ҳәа. В перспективе, если запустят наш бассейн с подогревом, его открыли, но подогрева пока нету. Я пока не вижу, что подогрев будет там. В бассейне мы детей учить не можем, там глубина 2 метра. На море мы хоть можем набрать детей, научить и из них выбрать лучших, которые потом будут серьезно заниматься. А в бассейне лягушатника нету, мелкого бассейна, пока не пригласили. Обещали нам выделить время. Мы собираемся в августе провести там соревнования. Мы каждый год проводим на море, а собираемся уже по всем плавательным правилам провести в бассейне. Вот как у нас это получится. Давно мы уже в бассейне не занимались. Да. Многие дети вообще и не видели даже бассейна. Есть некоторых, которых мы в Сочи вывозили на матчевые встречи. Там они-то знакомы, что это такое. А многие не знают бассейн, вообще представления не имеют. Ну вот сейчас у нас закончатся тренировки на море. Перед соревнованиями мы вечерние тренировки для плавающих детей хотим проводить в бассейне. Ну, насколько это будет готов бассейн. Я, насколько знаю, там дорожек нет плавательных. А без плавательных дорожек в бассейне как проводить соревнования? Не получается. Непосредственный мой начальник из комитета городского Эля,
Она спрашивала наше расписание, когда мы будем на бассейне, в какие часы мы будем тренироваться. Потому что эти часы, вот наши, от спортшколы, от спорткомитета, нам сказали, что дадут нам бесплатное плавание в бассейне. Арихархар тагнаяга вадайрар пылозерге hazıqatıçır устат хукпалайнарагзойт. Апхан ад саразы евой пшамайт слабракуй чыркавой тахасында уктакасирымов ад сартап тыпакна ха турнир амюккара. Билена Куцни Пхай Харменча Лукяны арзна медал коргейт, а бокса за Апхан бегу распила зикпи, а универсиададжа. Уймю пысет Пхангум за Пшиба и Неркна Жабанза Гуляновск. А турнир ха-финал Пхтарчала дырхует, швюк и Нерехано гу распила юажи жипшца райур тырхант, а спортсменша. Арака юккалейт боксерча хабаюрчури а спорте, а туризм ирза хубан пехунткара цараюрта а студентша. Билена Куцни Пхай Арменча Лукяны. Дара Эдуард Дипилян я дзамтачоп. Ария турнирахна команда Латвия слабрахна, а я и Рахагейту распила команда. Пхангум за пшбейнер кна жбан за гагра акалы хахнемё пасет хайгвандоза азарат класску. Уй амё бгараза Санкт-Петербурган пепсна кадайт, а дунея чемпион Сергей Смышляев. А азарат класску рха квертагдзана харака ячкан ха спортсмен шарабжара команда Латвия айцлабраква. Я цахцует ха программа шахопш анаюс пензамта. Карате за федерация на Пхагарыганата за Пхарала, Псныqadan дыqub карате за Краснодар туизгуа команда аззыqatsоy ахбатуядан змо Александр Давыдов. Юмширылагдзаны яра юни юююк инарзынапшуа спортсмен шарпыш изархарат семинар мёпигойт. Сейчас в связи со сложившейся международной обстановкой все спортсмены дружественных стран допущены до всероссийских турниров. На первенство России пока не могут быть допущены спортсмены не России по той причине, что первенство России как бы является отборочным на международные соревнования, международные не простые международные соревнования, а на первенство Европы и первенство мира. Вот. Поэтому там строго регламентировано, что человек должен быть из России. Но это касается только отборочных первенств и чемпионатов России. На всех остальных соревнованиях спортсмены Абхазии могут принимать участие. Апсны карате федерация на Пхагаразту Сергей Демьянов язгует этаса и пшеечка опыша им дырат процесс хымпада спортсмен шарык угылара корыкны алтшабзе кварарпшазы хортара шалов ярубас генатичный язгует Александр Давыдов изныком копсны шатахо усуд визитла. Яхязы апсны урыстылы карате за федерацию Курусии Цуразы айкуша хатрако шрыбжо. У нас много семинаров вообще проходит. Вот приезжают к нам тренера из других регионов. Вот. Ну, Александр Леонидович наш большой товарищ, большой друг. Мы уже давно-давно взаимодействуем с федерациями. Наши спортсмены постоянно с сочинскими уже дружат, можно сказать, семьями. Все ездят друг к другу на соревнования, все друг друга знают, друг друга ждут, общаемся. Ну и повышаем уровень благодаря этому. Дара спортсмен шараугзер пыша изер харишаз члум хаунарбойт хамейгзера даус сдыруло, а пыша изер харат техника. Я уже 5 месяцев занимаюсь с прекрасным спортом карате. Мы работаем над скоростью своего удара. Прорабатываем технику руками и ногами. У меня не получается ура, мамаши. Плохо получается, хоть я и такая, высокая чуть-чуть. Уже за спортсмен шейп маркадзако чазака курхусует карате зирзепшу айцлабраз. Ахна калакягны хыркша хэджлар бжарат би хашахмат турнир Aqua Open юнизки вежюба. Уи яла хон апсны урастыл ирхан пханя жевик ашахмат асвича. Айцлабра комю пысон пхан гуйбайнер кна жавенза. А турнир айхшала корыла Айн датларагна пхагылар пшечи Лябинска хатарнак Фиде Азгаза Евгений Карасильников. А купча рыбжара зиги ира пигит Акон Аскар Аджинджал. А тыпхача рыбжара Сарида Лакота Абхам. А шуксас хызва рыбжара Акон Усман Ашба. А тыпхача рыбжара Анна Палаванзи Абхам. Я цахцует ха программа Шахопш Анаюс Пензамта. Здравствуйте! Сегодня у нас беседа с директором любительской футбольной лиги Кягой Кварацхеля. Кяго, здравствуйте!
Добрый день всем любителям футбола. Тяго, расскажи нам, пожалуйста, что такое любительская лига и что она из себя представляет, и какой популярностью пользуется она в Абхазии. Кому принадлежит идея возрождения вот такого вот направления в футболе? У нас сейчас идет второй чемпионат Абхазии ЛФЛ Апсне 2022. В том году мы его провели в один круг, 26 команд. По итогам прошлого сезона мы его разделили на два дивизиона, на премьер-лигу и на первый дивизион. У нас 22 команды в этом году, получается 12 в премьер-лиге и 10 в первом дивизионе. Это около 262 футболистов. У нас есть команда из Гагры, из Бзипи, у нас есть команды из Гудауты, много команд местных, сухумских. Я надеюсь, что по итогам этого сезона у нас еще добавится в следующем году еще больше команд будет, и желающих тоже очень много. У нас в премьер-лиге на первом месте сейчас идет у нас команда Unity, но по потерянным очкам СГБ команды и Патриот военная база, они вот между собой сейчас должны решить, кто на первое место выйдет. Остается у нас около 9 туров. В августе заканчиваем. По итогам чемпионата у нас две команды последние вылетают в первый дивизион. И, естественно, две первые команды из первого дивизиона выходят в премьер-лигу. После окончания мы планируем начать Кубок ЛФЛ. Кубок ЛФЛ, там имеют право команды участвовать, новые, которые даже вот не принимали участие в этом чемпионате. И, естественно, мы хотим круглогодичным сделать этот вид спорта. После Кубка ЛФЛ мы планируем формат 8×8, также чемпионат провести уже на Учхозе. Между ними можно сделать Кубок Победы. У нас есть тоже в планах сделать Кубок Победы. Вот, честно говоря, было бы интересно узнать, вот кому пришла эта идея вот организовать именно любительский футбол в Абхазии. Ну, у нас есть и как бы большой футбол, как мы знаем. Профессиональный. Да, профессиональный футбол. А вот именно любительский футбол, вот как он был организован, как он был создан вообще? Идею проведения ЛФЛ Апсне принадлежит Гиви Тодуа. Естественно, его поддержала Федерация футбола Абхазии в лице Тараща Хакба и Анрика Ашуба. Они предложили возглавить эту лигу, стать директором. Я, естественно, ребята молодые, они хотят развивать, они хотят делать футбол в Абхазии все более популярным и интересным. И я, естественно, решил поддержать эту идею. Этот чемпионат стал официальным ЛФЛ, и он проводится уже как в рамках чемпионата, как и чемпионат Абхазии. Я надеюсь, что он будет набирать все больше популярности, больше будет участников, команд новых будет. И, естественно, мы будем еще создавать сборную любительской футбольной лиги. И она будет участвовать с другими сборными, с других регионов России, с других стран бывших СНГ, благодаря новому поколению молодых ребят, которые возглавляют федерацию. И при помощи Гиви Тодуа футбол стал более доступным, интересным. Его показывают благодаря системе, абхазскому телевидению в прямом эфире. Люди с интересом смотрят. Мы, естественно, делаем уверенные шаги, стать ближе по уровню к футболу российскому. Сейчас идет вопрос об участии команды из Абхазии во второй лиге. И естественно, эти ребята удачно пришли в нужное время. Они продолжают ту работу, которую проделал Джума Кварацхель, Русик Адинджел, Джумал Губаз. Все на фундаменте, на том, что было сделано за все эти годы после войны. Эти ребята удачно занимаются своим делом, и их нужно поддерживать. Вот хотелось бы все-таки поговорить о судейском составе, вот как он организован, приезжают ли вы, приглашаете ли извне? Судейский состав у нас из Донецкой Народной Республики. Приезжают, они обслуживают чемпионат Абхазии профессиональный по футболу. Федерация футбола Республики Абхазия предоставляет этих судей любительской лиге. Естественно, эти судьи, они с опытом, они постоянно проходят стажировку, они могут сказать о судействе, о правилах футбола больше, чем любой профессиональный футболист не только в Абхазии, но и в России. Я часто встречаюсь и сталкивался с тем, что многие игроки, не зная правил, пытаются трактовать эти правила по старинке или по-своему.
И это, к сожалению, наверное, нам надо, любительской лиге и чемпионату Абхазии, двигаться в этом направлении, проводить какие-то лекции или объяснять командам, игрокам, футболистам новые правила, которые выходят, потому что очень много новых правил я сам в этом году и в том году узнал, которые FIFA выпустила. Сами судьи тоже, на них огромная нагрузка ложится, они обслуживают и судят игры чемпионата Абхазии, детский футбол. Приходит здесь еще любительский, то есть нагрузка сумасшедшая, колоссальная. Проблема еще в местных судьях. Никто не хочет обслуживать чемпионаты Абхазии ни в детском, ни во взрослом, ни в любительском, потому что никто не хочет сталкиваться с этими спорами, криками. Мы знаем правила профессионального футбола, а вот любительского футбола мы не настолько знаем. Ну, как бы знаем какие-то параметры, но вот в чем отличие между профессиональным и любительским? Вот в нашей любительской лиге формат 4 в поле плюс 1 вратарь. Мы играем на футбольной площадке Совмина 40/20. Несмотря на то, что это размеры мини-футбольного поля, мы проводим чемпионат как большой футбол, но на маленькой площадке. 20 минут тайм, подкаты разрешены, а так все правила из большого футбола, как и в профессиональном. Это упрощает проведение чемпионата, это делает его более интересным, более динамичным. Мини-футбол, он все-таки более такой вот по времени, там и с фолами надо фолы считать, и при аутах время останавливать. То есть это тоже нужны соответствующие технологии, соответствующие двое судей, больше нужно судей, и правила чуть-чуть другие в мини-футболе. Поэтому мы решили проводить любительскую лигу по правилам большого футбола, но на маленькой площадке. Ну вот, Тяго, хотелось бы узнать вот лично твое мнение как президента любительской лиги. Есть ли у нашей молодежи интерес вот именно к любительскому футболу? Как ты это видишь? Молодые ребята участвуют и играют в нашем чемпионате. У нас возрастное ограничение не моложе 16 лет. А есть одна молодая команда, которая вот в районе 16, 18, 20 лет, Интерсухум. Они все очень техничные ребята, а интерес огромнейший на самом деле и среди молодежи. И я считаю, что и такие турниры, и чемпионаты, и не только в футболе, и вообще в других видах спорта, именно нужно заинтересовывать молодежь, потому что это будущее не только спорта республики, но и самой республики во всех сферах. Они должны, чем бы они в жизни ни занимались, они же не футболистами станут, но это здоровый образ жизни. Это им поможет в работе, в учебе, в жизни, когда они остепенятся, создадут семьи. Естественно, чем больше молодежи привлекать и чем больше детских турниров будет и команд, тем лучше. Естественно, родители не должны сидеть дома и запрещать ребенку заниматься тем, чем он хочет. И какие планы у вас на будущее? Ждем и надеемся, что в следующем году скорее всего, мы будем третью лигу открывать. Планируем еще проводить чемпионаты среди районов и деревень. То есть это будет задействована вся республика, каждая деревня. Это будет уже чемпионат проходить отдельно от этого чемпионата. То есть все команды в одном чемпионате не смогут участвовать, но у них будет своя лига какая-то. Но я надеюсь, что в следующем году этот вопрос решится. Хотелось бы, чтобы наш чемпионат проходил не только на одной площадке. Сейчас в Гудаутах прошла реконструкция футбольного поля такого же имени Джона Кварцхеля. И мы сейчас будем игры переносить туда, какие-то игры, потому что у нас с разных регионов. В субботу мы, скажем, будем здесь играть игры, в воскресенье поедем проводить игры там. Это, получается, второе поле будет. А на самом деле было бы лучше, если бы мы Ачимчиру задействовали, и Гагру, и вот все регионы. Пока минус того, что все команды сюда приезжают. 2 года он наш молодой, это чемпионат ЛФЛ. Он нам каждый год показывает, куда нам двигаться и что нам улучшать, а что мы уже добились. И еще хотелось бы отметить, параллельно идет турнир между ведомствами, тоже очень популярный, очень интересный, и вся страна за ними следит. И все команды, которые участвуют в любительской лиге, которые лидируют в нашем чемпионате, на ведущих ролях сейчас вышли в полуфинал в этом чемпионате. Тоже организаторам и кто задумал этот чемпионат и проводит, огромное спасибо. Тяго, спасибо тебе большое за беседу. Нам было очень интересно. Я думаю, что и зрителям будет очень интересно. Так что будем еще ждать новостей от вас. حتر سكوتي لخوبشترام حدر ترخر كشرخيني تسرا هبزير از حشاس رد يا وامشي بيجي قنزه